Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Страна подводит итоги года театра. Каким этот год был для Якутии в сфере культуры, мы сегодня обсудим с нашим гостем. Это министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов. Юрий Степанович, здравствуйте. Год театра завершается. Каким он был для наших якутских театров? Наверное, прекрасно. У нас все театральные учреждения, я считаю, что их 10 у нас коллективов, выступили во всех мероприятиях российского уровня, во всех мероприятиях, которые были запланированы Оргкомитетом Российской Федерации. Мы начали год театра с города Владивостока. Театральный марафон был дан старт, Ольга Юрьевна Голодец и член Оргкомитета Андрей Савич Борисов, Федерального Оргкомитета, и театр Аланхо, мы сделали Алгыс. То есть мы благословили год театра в Российской Федерации. Наш актер Алексей Павлов получил самую высокую премию Федора Волкова, первого русского актера, именно в год театра в городе Ярославле. Я считаю, что вот мы начали, получили самую престижную премию. Мы участвовали в «Золотой маске», спектаклем «Мой друг Гамлет». Мы участвовали с театром Аланхо в театральной олимпиаде. Русский театр передал эстафету, которую мы получили с Чукотки, довез до города Читы. И театр коренных малочисленных народов участвовал в Южно-Сахалинске, в Сеуле, во всех гастролях, которые с признанием их узнаваемости, их креативности, наверное, и того, что их ждали население этих мест, то есть смотри, Корея и Сахалин, они участвовали за счет приглашающей стороны. А Саха-театр потом еще принял в головном фестивале, который прошел Федерация, все национальные республики участвовали в Чеченской республике в городе Грозном. Мы представлены во всех мероприятиях года театра. Это, я думаю, что признание заслуг и развитие якутского театра, театров Якутии, так бы называл. Признание того, что и наши зрители к нам пришли и аплодировали. Мы насчитали порядка 200 300 человек были в гостями наших театров за этот год. А мы поставили 1473 спектакля. Из них 50 было премьер. Вот такой был для нас год театра, полный аплодисментов, полный зрителей, полной работы, главное. И сегодня как раз 26-го мы в Республике Саха-Якутия передадим эстафету года театра новому году, который в Российской Федерации объявлен годом памяти и славы. Ну, цифры действительно серьезные и внушающие. Что касается гастролей, вы сказали, что театр гастролировали очень много в рамках различных мероприятий, а просто запланированных гастролей много было или чуть меньше, скажем так, чем в прошлом году? Гастролей было больше, чем в прошлом году, потому что в связи с годом театра у нас был принят республиканский план, который поддержал глава, который поддержало правительство Республики Саха-Якутия. Нам отдельным строкой профинансировали 43 миллиона рублей, на которые мы сделали новые постановки и гастролировали. Кроме этого, мы активно участвовали в федеральных грантах. Мы получили несколько мест в обменных гастролях, есть такая программа федеральная. По обменным гастролям у нас съездил театр оперы и балета в Туву съездил. По обменным гастролям мы съездили в Магадан, наш русский театр съездил. Театр юного зрителя за счет федеральных источников средств, которые были профинансированы поддержки детских театров, прогастролировал по Дальнему Востоку, съездил в Ярославль на этот фестиваль, когда вручали премию Волкова. Театр кукол тоже активно участвовал в гастролях. А Саха-театр в этом году мы дали им возможность еще гастролировать внутри республики. Посетили все северные улусы, которые направления хватало, и еще съездили в Алдан и Нерюнгри. Для них это был после определенного перерыва первой гастроли. Но население и Алдана, и Нерюнгри очень высоко оценило искусство нашего театра, и они были там, как говорят, высокими гостями, гостей, которые ждут. В этом году хотим, чтобы наш Саха-театр еще закрыл Мирный и Ленск. В этом году, я знаю, несколько театров улучшили, скажем так, свои жилищные условия, за счет чего это удалось и кто... Да, это знаменательное событие года театра. Я думаю, что это не в каждом субъекте Российской Федерации. Глава республики принял сегодня в этом году два решения, которые, во-первых, улучшили наши жилищные условия. Театр эстрады и театр танца получили свое жилье, то есть они заселились в дом. Дом, который теперь называется домом театра, эстрады и театра танца. Это бывший клуб Европа, он теперь... Я думаю, что в эти дни он, наверное, самый гостеприимный дом, куда стремятся люди, потому что там еще работает ресторан, где поют наши звезды эстрады. Плюсом мы начали строительство Нюрбинского театра. Прошло почти 23 года, как это событие ожидали, как этот театр начал ждать это новоселье и прочих. Ну, с того момента, когда они заселились, это было, правда, очень давно, и теперь почти мы все знаем историю Нюрбинского передвижного театра драматического, и его вот этот весь опыт работы
весь вот цикл жизнедеятельности позволил тому, чтобы ему театру быть. И театру сегодня установлены первые сваи и начато строительство нашей компании, Республиканской инвестиционной компании. Мы ожидаем, что к столетию нашей республики вот эти начальные, которые то, что начали, будут завершены и открыты. Ну, кроме того, самое большое событие – это строительство нашей филармонии. Артистического центра эпоса, куда пойдут театр Саха, театр Олонхо, наши два музея откроют там выставочные залы, но и филармония. Самое главное, конечно, филармония – это акустический зал. Он очень дорогое удовольствие. Но главой принято решение. Культурное общественное это движение активно поддерживается о том, что у нас в республике нет акустического зала. Мы здесь вообще не знаем, что такое этот звук красивый. Да? Даже в кинотеатры люди ходят на самом деле из-за того, что там есть хороший звук. А вот чтобы пришли в зал, и наши артисты, или прежде выступали без микрофона, а мы слышали, что в первом ряду и в последнем ряду, вот такой должен быть зал. Это место, в котором у нас в Якутии нет. Это мировое достижение. Там будут спальни для роялей, комната для скрипок. То есть все должно быть выдержано в стиле влажности, температурного режима. У нас пока мы даже сами, да, люди, не живем в таких условиях, в которых собираемся построить вот этот центр мирового большого достижения. А уже известны даты, когда это начнет все происходить? Да, сейчас идет проектирование активно. Я думаю, что в конце марта проект уже будет готов. Мы будем биться на том, чтобы было и федеральное софинансирование, и республиканские деньги, которые уже сегодня частично уже оговорены в порядке государственного привлечения частного инвестора. Так что в 2021 году мы уже будем видеть, уже ездить. А в 2022 году мы откроем ту часть, которая называется филармонией. А в 2023 году ту часть, которую вот я называл Саха-театр, Лонха-театр, то есть общий комплекс начнет работать в 2023 году, а в год столетия нашей республики это будет основной объект, который приедет участвовать и будет в концертах наш самый, знаете, кто будет? Большой театр. А в 2021 году на территории нашей республики мы ждем гастроли Мариинского театра. Юрием Петровичем Трутневым поддержано, он представитель оргкомитета столетия республики Саха-Якутия. Много реальных таких дел, которые касаются отрасли культуры. Мы в этом году начнем ремонт некоторых наших театров по его заданию, по его протоколу, по планам работы данного оргкомитета. А вот завершающей одной строкой 2022 год это будет открытие нашего акустического большого зала нашей филармонии. Ну вот кроме тех новоселов, которые уже обрели новое здание или скоро заедут, скажем так, в новые стены, хочется вспомнить наш многострадальный ТЮЗ. Что будет с театром юного зрителя, что будет с этим зданием, его будут сносить, реконструировать или пока ничего не известно. Да, театр юного зрителя, к сожалению, сегодня находится в аварийном состоянии, он закрыт. Он будет участвовать, мы все, как говорят, когда друг в беде, поможем все, да? То есть все залы, которые у нас есть, мы будем ему предоставлять в порядке очередности. То есть он не закроется, он будет участвовать и ставить свои спектакли во всех залах, которые у нас прежде всего в Якутске есть, и на гастрольной деятельности. Так работает у нас театр танца на самом деле уже давно. Зато театр Олонхо заехал в Дом дружбы народов, и у него теперь появилась арена, в которой он будет давать свои представления. У нас есть еще в этом году новое достижение, которое, наверное, не все знают, что у нас в республике появился муниципальный театр юного зрителя. Он появился в городе Алдане. У нас в республике теперь есть муниципальный театр. Первый муниципальный театр, театр юного зрителя в Алдане. То есть у нас теперь два ТЮЗа, муниципальный и государственный. Плюс театр кукол, который находится тоже в Нерюнгере. Федеральный центр еще по нашей заявке мы отстояли, что в 2022 году мы проведем на 75 миллионов рублей ремонт здания театра кукол. А театр юного зрителя заедет в театр, который сегодня занимается Саха-театр. В это здание. Он будет на площади Орджоникидзе. Ну, если говорить о кадрах, то именно в сфере культуры в этом году был опробован новый механизм назначения, скажем так, руководителей. Это Национальный художественный музей, театр оперы и балета. Как вы считаете, этот механизм действует, действенен, и стоит ли подобной практики придерживаться и в будущем? Но мы были первыми участниками той команды, которая высшая школа высшая школа менеджмента проводила этот конкурс. Естественно, вот два наших директора прошли этот конкурсный отбор. Ну, буквально вчера конкурс завершился на директора художественного музея, и победила Влада Тимофеева, и она вот сегодня приступила к исполнению обязанностей директора художественного музея. Театр возглавил Сергей Сергеевич Юнганс. Вот я думаю, что повезло, наверное, что эти конкурсы начали мы именно культура. Мы же люди, скажем, творческие. И принятие участия не только Республики Саха-Якутия вообще показало о том, что отношение к кадрам Республики Саха-Якутия на самом деле объективное, демократичное и прозрачное.
То есть часто иногда в республике, я же работал не только министром культуры, есть такой вопрос, что назначают там родственников, кумовство и прочие вещи, а здесь участвовали эксперты с многих субъектов Российской Федерации. Кемеровская область, Оренбург, Воронежская область. Мы приглашали экспертов отрасли музеев из отдельных российских субъектов, отрасли театров тоже из отдельных российских театров, которые были оценщиками, они видели, они участвовали в принятии решения. Ну а то, что вот сложилось так, что победили люди, которые действительно с театральной среды, среды художников, именно человек, который выбрал свою осознанно, когда школу закончил, путь художника, дошел до того, что кандидатскую защитил как кандидат искусствоведения, возглавил. Я считаю, что вот конкурсы показали о том, что подход конкурсного отбора на самом деле более благоприятный при назначении человека. Говоря о подрастающем поколении артистов, в этом году довольно-таки эпохальное событие, достигнута договоренности и произведен набор в целевую студию. Об этом расскажите, пожалуйста. Да, это супер достижение. Спустя 21 год, если так подумать, это не так много, а так, если вот развести, скажем, подготовки кадров, это вообще разрыв получается. Наш Саха-театр выступил с инициативой. Я хочу поблагодарить Анатолия Павловича Николаева, который действительно начал это движение, провел ряд, скажем, переговоров, прочих вещей, подготовил эту суть, когда потом было принято решение, и к нам приехала приемная комиссия, и мы отобрали 23 человека, которые сегодня учатся в Щепкинке. Это набор какой-то золотой молодежи, которая через 4 года приедет, и здесь будут наши юные артисты. Они не обделены вниманием руководства республики, все придают этому значение. Мы все постоянно, когда бываем в Москве, внимательно следим за тем, чтобы как к ребятам относятся там, как ребята учатся. За ними закреплен человек, который постоянно занимается как большая староста из Саха-театра. То есть это очень хорошее движение, и мы хотим, чтобы это движение имело результат. Русский театр пошел дальше тоже по этой стезе. Ну, у нас же 2 академических драматических театра. И сегодня глава республики поддержал нашу инициативу и подписано ему обращение в адрес министра Мединского. При личной встрече он ее вручил. Я надеюсь, что это будет иметь последствия, только позитивно для нас, чтобы был набор в новую щуконьку, именно вот на базе тех ребят, которые русский театр сейчас у себя тренируют, набирают вот эту юную театральную труппу. То есть мы работаем над тем, чтобы у нас пришли новые поколения, то есть театры работают на воспроизводство. Но не могу не сказать и про наш цирк, хотя это год театра, но цирк тоже работает на этом. Мы знаем, это давно уже проходило. В этом году цирк отметил 25 лет, провели переговоры, глава поддержана. Сегодня Министерство образования целевые места нам выделит. И в сентябре мы наберем еще 4-й курс наших цирковых артистов в городе Пекине, в этом великом колледже. 20 юных цирковых артистов тоже начнут готовиться, но у них уже подготовка 6 лет. Видите, вот сегодня мы куем свое будущее. Вот говоря о будущем, какие планы уже на следующий год? Ну, сегодня, наверное, формально или, там, скажем, образно, то, что положено, да, по срокам, уже Новый год вот подходит, мы должны передать эстафету следующему тематическому году в Российской Федерации, Великому году, год 75-летия Победы, год памяти и славы нашего народа. Это почти что год, наверное, который коснется всех и вся. Мы продолжим все равно работать, как бы театры не закроют двери, в театрах просто еще появится новая тематика. Тематика патриотизма, тематика года, который начнется. У нас много идей и много желаний. У нас большая команда этих театров, и каждый театр хочет не стоять на месте, а продвигаться и наступать, там, скажем, новые достижения. Опять будет золотая маска. Будут ли якутские театры там? Я думаю, что мы должны быть там. Наши театры выступят обязательно с какой-то инициативой, которая коснется вообще выхода за пределы. Вот, например, русский театр свой спектакль хочет «Два берега одной победы» показывать на Аляске, в Соединенных Штатах Америки, чтобы показать, что мы вместе воевали, и этот путь ленд-лиза имел основание быть таким, что признанным вкладом в общую победу. Я не знаю, как выступит Соединенные Штаты Америки или поддержит ли нашу инициативу. Эта инициатива не государственная, это не инициатива министерства, это инициатива театра. Это инициатива тех людей, которые хотят свое искусство открыть, строить мосты. У нас у театров коренных малочисленных народов, у театров эстрады, у театра юного зрителя есть проекты, которые они сегодня не говорят, но они активно готовятся над тем, чтобы в рамках нашего государственного задания, в рамках того, что дополнительное финансирование в связи с годом театра в этом году не будет, искать такие выходы, найти спонсоров, найти свои внутренние бюджет деньги для того, чтобы продолжить вот эту ступеньку, на которой мы поднялись в год театра. То есть мы движемся вперед. Юрий Степанович, я благодарю вас за беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы.
Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.